Здравствуйте! Смотрите сегодня в программе. В Туркменистане отдали дань памяти первому президенту Сапармурату Ниязову. Туркменские паспорта вручены представителям 29 национальностей. Анаджам Рустамова завоевала малую бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира по тяжелой атлетике. Эти и другие новости. В Туркменистане состоялась торжественная церемония в честь 33-й годовщины независимости страны, в ходе которой была отдана дань памяти первому президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову. Мероприятие прошло в мечети духовности Туркменбаши при участии президента Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. Церемония началась с возложения цветов к мемориалу в мавзолее рядом с мечетью. Завершилось мероприятие садака в память о всех усопших, где муфтий Туркменистана прочитал аяты из священного Корана и вознес молитвы за процветание страны и благополучие народа. В Государственной миграционной службе Туркменистана состоялась торжественная церемония вручения паспортов 1146 лицам, принятым в гражданство страны. По поручению президента Сердара Бердымухамедова гражданами Туркменистана стали представители 29 национальностей, постоянно проживающие в стране. Кроме того, 134 человека из 6 государств получили разрешение на проживание. Герой Туркменистана и Российской Федерации космонавт-рекордсмен Олег Кононенко направил поздравления в честь Дня независимости Туркменистана. Вернувшийся 23 сентября на Землю, Олег Кононенко поблагодарил президента Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова за поддержку и внимание к его профессиональной деятельности. Он также поздравил с успешным проведением Халк-Маслахаты и пожелал всем делегатам заседания успехов, а Туркменистану процветания и мирного неба. В Брюсселе прошло культурное мероприятие, организованное посольством Туркменистана, на котором туркменские дизайнеры продемонстрировали свои коллекции. Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пяльванов открыл встречу, подчеркнув значимость культурной дипломатии и сохранения культурного наследия. Завершилось мероприятие дегустацией традиционного туркменского плова, который посол назвал символом общих традиций Центральной Азии. Члены Совета Федерации единогласно избрали Валентину Матвиенко председателем палаты. Этот пост она занимает с 2011 года. Кандидатуру представил старейший на данный момент сенатор, вице-спикер Юрий Воробьев. Он напомнил, что Матвиенко стала первой женщиной во главе Верхней палаты парламента Российской Федерации. Мэри Йонгай, 26-летняя визажист из Сьерра-Леона, установила новый мировой рекорд. За 24 часа она выполнила 111 макияжей, превзойдя предыдущее достижение 19-летней давности. Предыдущий рекорд принадлежал индонезийке Марти Тиллар, которая сделала 96 мейкапов. Подготовка к этому марафону была интенсивной. Йонгай тренировалась на сестрах и друзьях, совершенствуя свою скорость. Пробная 8-часовая сессия, во время которой она выполнила 48 макияжей, помогла ей оценить свои возможности. Туркменская тяжелоатлетка Анаджам Рустамова завоевала малую бронзовую медаль в упражнении «Рывок» на молодежном чемпионате мира в испанском Лионе. В весовой категории до 81 кг Рустамова подняла 103 кг в рывке, что позволило ей занять третье место в этом упражнении. В общем зачете двоеборья Рустамова заняла четвертое место. Победительницей в этой категории стала Эмма Погосян из Армении с результатом 233 кг. Руслан Мингазов сделал 2 голевые передачи в матче четвертого тура премьер-лиги Гонконга, в котором Кичи одержал убедительную победу со счетом 6-1. Мингазов, выступающий за Кичи с марта 2022 года, провел в новом сезоне все 4 матча, в которых забил 1 гол и сделал 6 голевых передач. Полузащитник сборной Туркменистана находится в отличной форме и регулярно попадает в стартовый состав своей команды. Молодежная сборная Туркменистана по футболу до 20 лет проиграла сверстникам из Японии в первом матче отборочного цикла на Кубок Азии 2025. Сборная Туркменистана попала в группу И вместе с командами Мьянмы, Японии и хозяйкой турнира сборной Кыргызстана. Следующий матч на турнире Туркменистан проведет против Кыргызстана 27 сентября. Завершится отборочный турнир для подопечных Давлетмурада Аннаева матчем против Мьянмы 29 сентября. 27 сентября Туркменистан отмечает один из самых значимых праздников – День независимости. От всей души поздравляем туркменский народ с этим великим днем. Желаем вам мира, благополучия и счастья. С праздником, дорогие друзья!